Сотни горожан стали свидетелями открытия памятника дипломату, просветителю и писателю Ивану Габараеву. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации города, делегация из Южной Осетии, а также однофамильца. Габараев – один из первых остинских писателей, ставший реформатором своей эпохи. Он создал остинский алфавит на грузинской графической основе, составил первый остинский букварь. Его поэма «Алгузяне» – патриотическое духовное завещание родному народу. Иван Габараев также является переводчиком духовной литературы на остинский язык. Он был посредником между царской администрацией в Тбилиси и осетинским крестьянством и всячески призывал осетинское крестьянство быть на лоне христианства, на лоне Российской империи. Его заслуги неимоверно велики, и мы, нынешнее поколение, должны всячески стремиться к тому, чтобы пропагандировать своих лучших представителей, чтобы народ знал об этом больше. В Куртатинском ущелье отметили национальный праздник Зевги-Шизуаребон. Он проводится каждый год. В этот раз участниками праздника стали также этнические осетины, которые приехали из Турции и Сирии. Они узнали об истории создания храма в Зевгисе, которому, согласно легенде, уже 1100 лет. По инициативе жителей Куртатинского ущелья в этом году обычаи соблюдают особенно строго. Все девушки приходят на священное место с покрытой головой, а парни без головного убора. Но самое главное, никаких крепких алкогольных напитков, только осетинское пиво. У осетин очень много праздников. Ну, есть праздники, которые они ближе к русским праздникам. Ну, кроме этого, у них есть свой обряд в наших праздниках. Вот этот праздник перед Василла. Этот Василла, Бог плодородия, Бог изобилия. И вот скоро этот праздник у нас будет через неделю. И перед этим праздником в этом храме наши предки, и мы тоже сегодня исправляем праздник. Праздник, вот вы сами видели, и там вот музыкант есть, национальные песни есть, и танцует там молодежь. Люди приходят, молятся. Республиканский совет общественности обратился к главе Владикавказской городской думы Махарбеку Хадарцеву. Общественников беспокоит вопрос размещения некачественной рекламы. Все чаще на улицах города появляются вывески с нижним бельем и непристойные баннеры. По словам обратившихся, это не соответствует местному менталитету, с которым заказчики чаще всего не считаются. Эксперты призывают местные власти усилить контроль над размещением рекламы. Помимо этого обсудили и вопрос сохранения осетинского языка. Те же самые рекламные вывески совет предлагает создать на родном языке. 2-метрового размера рекламы, где рекламируется, значит, нижнее белье. Ну, мне кажется, что мы национальная республика. Мы не то, что кто-то из нас является ханжу. Нет, конечно. Мы понимаем, что время идет, берет свое. Но порой такие проявления в рекламе, они, конечно, возмущают. И визуально они, конечно, вызывают шок. Молодежь проходит, она может проходить 1 день, 2 дня. На 3-й день ей покажется, что это норма. А это не норма. Во Владикавказе прошел второй этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его приурочили к 70-летию Победы. Состязания проходили 2 дня. Основная задача школьников – выполнить требования ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знак. «Готов к труду и обороне» – это разрабатываемая программная и нормативная основа физического воспитания населения России. ГТО заново введен с 2014 года взамен отмененной в 1991-м программы «Готов к труду и обороне СССР». Соответствующий указ тогда подписал президент России Владимир Путин. В районах республики проводились районный этап фестиваля. Сейчас мы здесь проводим республиканский этап. На основании этого республиканского этапа сформируется сборная команда республики, который будет выступать на всероссийском этапе, на 3-м, который будет проходить с 23 по 29 августа в городе Белгород. На данный момент это все проходит в тестовом режиме, фестиваль, как бы пропагандируя вообще такой комплекс, как ГТО. Модернизация лечебных учреждений, которые помогают людям с наркозависимостью, стала одной из главных тем заседания профильной комиссии при главе Северной Осетии. С докладом выступил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Таймураз Ривазов. По его словам, в рамках госпрограммы порядка 20 миллионов ушло на ремонт и оснащение центра реабилитации и наркодиспансера. Последним, к слову, палаты стационара были переоборудованы под блок неотложной помощи. 3 койки, оснащенные медоборудованием, готовы оказывать интенсивную помощь. Именно
туда теперь направляются те пациенты, которых раньше везли в РКБ и КБСП. Но и этих коек недостаточно. Чтобы полностью решить проблему отделения интенсивной терапии, необходимо расширять. По итогам заседания дано поручение обеспечить до конца года наличие врачей-наркологов во всех районных больницах. Кроме того, планируется приобрести высокоэффективный хроматограф. С его помощью проведут тестирование студентов и школьников на предмет употребления наркотиков и психотропных веществ. Основная задача позволена на данном этапе – это улучшить основные целевые показатели модернизации. Раз. Повысить эффективность профилактических мероприятий среди населения группы риска. Два. Внедрить новые методики мотивационного и семейного консультирования злоупотребляющих психотропными веществами. Повысить качество лечебной и медико-социальной помощи. Увеличить удельный вес употребляющих вышеназванные препараты с эмиссией свыше 2 тонн.